Бабушка, здравствуйте. Можно я вам помогу? Давайте я возьму сумки. Спасибо, сынок. Пойдемте. Старость не радость. Не говорите вообще. О, подожди, сынок. Давай присядем немножко, отдохнем. У меня давление. Давайте. Сюда сядем, пожалуйста. Аккуратненько, да, давайте присядем. Хорошо. Осторожно. Меня зовут Елена Петровна. А как тебя, сынок? Меня зовут Мустафа. А вы далеко живете? Нет, уж близко. У меня есть тоже сын. Но вот как только он женился, мы с ним не ладим. Они ждут, чтоб я умерла, и чтоб дом мой им достался. Меня только мой внучок радует. Сынок, у тебя есть родители? Да, конечно, есть. И родители, и бабушка, и дедушка есть. Они далеко в Аиле живут, далеко от города. Вы с ними ругаетесь? Нет, конечно, мы должны их уважать, любить должны. Всевышний требует это от нас. Совсем не ругаетесь? Нет, мы верим, что если будем ругать пожилых людей, то Господь отправит нам много бед. Рай под ногами матерей. Так говорил пророк Мухаммед, алейхиссалям. Впервые слышу такие слова. А как дальше? Но еще в священной книге говорится, чтобы мы делали добро родителям. Если родители достигнут старости, даже в том порядке мы не говорили им слово «уф». И всегда почтительно относились к ним, не кричали на них. Вот оно что. Вот так вот. А еще мы молимся, чтобы Всевышний Аллах простил их, и они попали в рай. Рай, ты говоришь? Рай. Конечно, хочется попасть в рай. Также пророк Мухаммед, алейхиссалям, говорил, что уверовавшие старые бабушки попадут в рай в возрасте молодых дев. Это хорошо. Ух ты какой. В возрасте, говоришь, молодых дев. А что надо делать, чтобы попасть в рай? Я тоже хочу в рай. Это долго нужно объяснять, а времени-то у нас мало. Я тоже хочу в рай попасть. Как это сделать? А вы уверены, бабушка? Мне уже 80 лет. Времени мало осталось. Тогда первым делом нужно стать мусульманкой и уверовать в пророка Мухаммеда, алейхиссалям. Как это сделать? Повторяйте за мной. Я буду говорить, а вы следуйте. Договорились? Хорошо, сынок, я буду повторять. Скажите: «Ла иляха илляллах, Мухаммадур Расулуллах». Ля илляха илля Сейчас, подождите, заново. Еще раз. Ля иляха илляллах, Ля илляха илlallah Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадар Расулуллах. Расул Аллах. Мухаммадур Расулуллах. Мухаммада Расул Аллах. Я вас поздравляю, Елена Петровна. Это замечательно. Теперь вы стали мусульманкой. Спасибо, сынок. Знаешь, я очень удивлена. Когда-то я когда повторяла эти слова, я вспомнила, когда-то я видела сон, и я точно эти же слова повторяла. Эти же слова повторяла. И я очень рада. Очень удивительно, Елена Петровна. Ну что, Елена Петровна, пойдем домой? Пойдем. Давайте я возьму сумки, да, и вам помогу. Пойдемте. Станем аккуратнее. Елена Петровна, вы, наверное, каждый день вот такие тяжелые сумки таскаете, да? Бывает. А куда денешься? Очень рад сегодняшнему знакомству с вами. Спасибо, я тоже рада. Вот мой дом.
Замечательно. Пойдемте, Приходите. пойдемте, пойдемте. Приходите, вот мой дом. Приходите, я вас угощу чаем, конфетами, пряниками. Спасибо, спасибо. Только не забудьте. Обязательно, Елена Не Петровна. Ну, забудьте. давайте я сначала занесу пакеты, да, домой вам. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Там кого? К Елене Петровне. Она меня на чай приглашала. Елена Петровна. Так. Она вообще 3 дня назад умерла. Умерла? Умерла. Как так? Мы 3 дня назад виделись с ней. Я провожал ее до дома. Знаете, она так внезапно умерла. Так получилось. Вас вообще как зовут? Я Мустафа. Знаете, она перед смертью повторяла какие-то слова. Так, для меня непонятно. И какого-то, как вы говорите, муста, что-то такое она говорила, да? Все это она читала по бумажке, сейчас я принесу. Да, вот она, вот, постоянно эту бумажку читала. Мне уже 80 лет. Времени мало осталось. Я тоже хочу в рай попасть. Как это сделать? Ля иляха илlallah Мухаммаду